Мшибзеку хатарызку с коллегача жларбжаратби анапшуйча, бзила шабет хашаху жларбжаратби апресс-центрач, харахакуб и шияшуйцу айфирахна. Добрый день, уважаемые коллеги, наблюдатели. Мы рады снова приветствовать вас в пресс-центре ЦИК Абхазии. Уважаемый Апсналхрат комиссия Хадаханбаю Дмитрий Маршан Яхзети Хуйт, Апснахадаялхраку Занастби Ралшаква. Сейчас председатель Центральной избирательной комиссии ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявит предварительные итоги выборов президента Республики Абхазия. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Рад вас приветствовать сегодня у нас на пресс-конференции. Дело в том, что по предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек. По предварительным итогам голосования Ардзамбадгур Амиранович набрал 41% 54 сотых, что составляет 41 708 человек. Гумба Бадра Зурабович набрал 54,73 сотых, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гумба Бадра Зурабович, который набрал 54,73%. Хотелось бы также отметить, что явка была по сравнению с первым туром на 1000 человек, примерно на 1000 человек больше. Вот. А также повышенная явка была по городу Москва и Черкесск. Это два участка, которые были открыты за пределами Республики Абхазия. Что касается наших гостей, международных наблюдателей, более 120 человек присутствуют сегодня здесь. Я хотел бы в первую очередь их поблагодарить, так как непосредственно находились на участках, наблюдали за всем процессом. И я очень надеюсь на то, что открыто, честно они сегодня расскажут о том, как проходил процесс голосования на наших 152 участках. Также хотел бы поблагодарить наших уважаемых журналистов, которые непосредственно на участках освещали ход избирательного процесса. Вот, и также надеюсь на то, что ими тоже были зафиксированы те моменты, которые могут быть полезны для нас. Вот. Что касается наших окружных и участковых комиссий, которые непосредственно работали в штатном режиме, хотел бы их поблагодарить, потому что колоссальный труд они проделали. Вот это наши учителя, это работники культуры, это люди, с которых надо брать пример. Спасибо и низкий поклон вам всем. Вот. Также хотелось бы поблагодарить правоохранительные органы, которые непосредственно находились на участке, в округах и следили за общественным порядком. Очень надеюсь на то, что вчера те итоги, которые мы вчера подвели, они также будут удовлетворены и восприняты нашим населением, потому что это абсолютное большинство проголосовало за данных кандидатов. Вот. И набравший наибольшее количество голосов Гумба Бадра Зурабович, мы его поздравляем. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Дмитрий Зурабович, скажите, пожалуйста, были ли какие-то нарушения, которые могли бы повлиять на ход выборов? Спасибо. Были обращения со штабов, вот, на которые мы оперативно реагировали. Вот. Были и нарушения тоже, но на ход избирательной системы они повлиять не могут, потому что здесь разрыв между кандидатами он составляет более 13-14%, поэтому на итоге это никак не может повлиять. Спасибо. Есть еще вопросы? Да. Здравствуйте, телеканал РТ, Иван Медведев. Скажите, пожалуйста, были ли, кроме того одного известного случая нападения на избирательный участок, еще другие случаи нападения, или он был только один? Нет, никаких нападений больше на участок не было. То нападение, которое было, оно быстро было локализовано, и никаких других проблем не было на других участках. Еще один вопрос. Сегодня ночью, где-то в 4 часа утра, плюс-минус в Сухуми, была слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. У вас есть какая-то информация, что это было? Правоохранительные органы занимаются данным процессом, пока еще выясняют обстоятельства.
Понял, спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Можем предоставить слово членам избирательной комиссии? Да. Про ту ситуацию, которая вчера была в 14-м округе, участок номер 5. Это Гагарский район, поселок Цандыбиш. Многие из вас в курсе о том нападении, которое было вчера на этот участок. Да? Неопознанные лица напали, угрожали оружием членам комиссии, разломали все, что там находилось, были разбросаны бюллетени. Слава Богу, на участке из членов комиссии никто не пострадал. Через некоторое время мы набрали туда, удостоверившись о том, что все целы. Мы спросили, в каком состоянии находятся все члены комиссии. Вы знаете, что подавляющее большинство это были женщины. Да? Они, конечно, безусловно, были в шоковом состоянии. Это, конечно, ужасное происшествие, но мы через него прошли. Когда мы спросили, все ли целы, нам сказали, что да. После этого мы начали узнавать, в каком состоянии находятся бюллетени. Да? Что мы связались с секретарем участковой комиссии, она нам сказала, что все бюллетени разбросаны. Я спросил, вы можете собрать бюллетени, посчитать их и запротоколировать? На что, несмотря на шоковое состояние, эти люди выполнили свою работу, собрали бюллетени в присутствии наблюдателей, составили акт и запротоколировали все, что там было. Благодаря таким людям, благодаря секретарю комиссии, ее зовут Берникова Илона, ее коллегам, мы можем надеяться, что, несмотря ни на что, мы сможем проводить честные и демократические выборы. Спасибо. Это достойно уважения, то, что вчера они там сделали. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, нет вопросов? Если вопросов нет, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, затем предоставим слово наблюдателям. Спасибо.